Привет всем зрителям YouTube канала ImShop. Меня зовут Магомед Усманов, и наша передача называется ImShop Live. Что нужно современному человеку для счастья? Дел так много, а времени не хватает даже на самое важное. Что делать, чтобы не стоять в очередях? Не попадать в смешные ситуации? Не тратить время на бесчисленные формальности? Все стало намного проще с новой услугой Мегафон кошелек в приложении Мегафон Live. Оплачивай счета моментально, в любом месте и в любое время. С услугой Мегафон кошелек жить стало проще. Мегафон. Удобство начинается с тебя. Сегодня у нас в гостях очаровательная, прекрасная Сабина Шаймарданова. Добро пожаловать к нам. Очень рада, что сегодня вы с нами. Можете передать привет нашим зрителям и потом начнем наше интервью. Всем привет зрителям программы ImShop. Давай начнем с этого. Почему ты сейчас на данный момент популярная таджикская актриса, но ты не говоришь на таджикском языке? Ты знаешь, в детстве я очень хорошо знала таджикский язык. В детстве это когда? Это когда мне было 4-5 годиков. 6, наверное, может, я очень знала хорошо таджикский язык. Мы жили в Екатериноре, там соседи, все девочки. Я помню, даже пела песенки, мы красили брови, это все с песнями было. Стишки какие-то, я помнишь, разговаривала. Какие-нибудь стихи? С того времени не помнишь, абсолютно. Я помню, что мы брали зеркало, усьму Ага. и красили с какими-то песенками. Вот это я помню. Я знала таджикский язык. Ну, потом, получается, забыла. Потом мы уезжаем в Ташкент, и полностью я его забываю. А ты училась в русской школе? Да. В русской школе. На сегодняшний день у тебя нет желания, чтобы изучать таджикский язык, литературу? Я вот думаю, да, надо изучать. Надо изучать. Да, чтобы продолжить свою карьеру, да, если я здесь хочу. Ты же в основном в таджикских фильмах снимаешься. Да. А там текст, роли на таджикском. Ну, ты знаешь, у меня очень хорошо получается заучивать текст Готово. перед, например, съемками. И я уже с характером, где что, например, мне поможет, объяснят, где какая интонация, где остановиться, где что, я учу. И с эмоциями потом это в фильме выдаю. Понятно. Вообще интересно узнать, как начиналась ваша творческая карьера. Это все началось, когда я была на первом курсе Славянского университета. Там пришли ребята с УСТО дизайн. Тогда они были, пришли, они смотрели девушек, парней, они искали для ролика. И вот тогда они увидели меня. И мы с ними начали вести переговоры, еще мой однокурсник был, он тоже был с нами в этих съемках. И вот тоже это первые шаги. Я имею в виду. Это рекламный ролик был? Рекламный ролик был. Наши соотечественники узнали о вас после вашей игры в фильме «Аруси Замонави». Да. Расскажите, как вы попали в этот фильм, так как известно, что у вас не было опыта в полнометражных фильмах. После показа этого фильма многие обвиняли режиссера Набиджона Пирматова, что он украл весь сценарий у другого узбекского фильма. Да. Было такое, помните? Да, конечно. Перед тем, как сниматься в этом фильме, вы знали об этом? И что вы думаете о плагиате в фильмах? Конечно, я думаю, это не очень хорошо. Как получилось? Как вас нашли? Ну, точнее, Набиджон нашел, правильно? Да. Вот как все это было? Расскажите нам. Ничего, я училась в театре Маяковского, в театральной студии. Набиджон как раз искал тогда себе группу, как раз команду, он искал актрис. Он был в театре на Гулистоне, молодежном. И там ему посоветовали никогда с нашего театра, с Маяковского, что в театре учится девочка в театральной студии, сходи туда, она подойдет по твою роль, по твою героиню. Он пришел? Он пришел в театр, рассказал мне коротко о своей идее, сюжет, пока сказал, что это будет под типа современной невестки. И что такое вот.
Вы прочитали сценарий полностью? Я не помню в тот день, я, конечно, не прочитала его, он был на таджикском. Угу. Какие сложности были во время съемки? Сложности? Сложности, да. Это же как-никак, если посмотреть, ваш первый фильм, и вы играли главную героиню. Сложности? Угу. Ну, во-первых, неорганизованности команды. Угу. Вот это тоже, да. Неорганизованность — это и что именно? Какие-нибудь детали? Все, даже вот, чтобы в кадр зайти, им нужно 2 часа готовиться, да, вот эти сцены все расставлять, как, чё. Угу. Потом жарко было очень. Жарко. Например, когда мы снимали первую часть «Русизама на вид», Ну. это была вообще такая жара, 50 градусов где-то, я не знаю, мы ездили еще в Арзов, Угу. и там снимали. Фильм в основном снимали вы в Арзове, получается? Первую часть? Да. Да. Гонорар какой был для первого фильма? Ой, смешной. Смешно, сколько? А можно я не буду это говорить? Ну, примерно там, ничего страшного в этом. Да, Я просто, уже. ничего страшного, это первый опыт. И я думаю, что этот фильм для вас считается Ну, ты знаешь? судьбоносным, как-никак. Правильно? Ну, наверное. Но когда я в нем снималась, честное слово, я не думала, что он дальше курвона пройдет. Пройдет. Ну и потом взорвалось. Какой был гонорар? Ваш первый гонорар? Первая часть фильма «Русизама на вид». Не знаю даже, Не отвечает такую информацию, она такая смешная. Смешная сумма. Да. Это сколько? $1000 было? 500? 500. $500 первый фильм у вас был. Да. Но я знаю, что по прокатам фильм собрал хорошие деньги в то время, правильно? Или вы не в курсе? Я, наверное, этих моментах не в курсе, потому что Набиджон, он, наверное, Не сам, говори, да. да, эти моменты решает. Понятно. Да, понимаешь, здесь мне информация предоставляется, ой, столько долгов, проката нету, Ага. что делать, как жить и как быть. И потом ты говоришь, окей, ладно, набежим 500, хватит, ничего страшного. Нет, это в первой части. Первая часть. Окей, мы о второй части немножко позже поговорим. А вторая часть там... Вот первая часть фильма вышла. Честно говоря, никто не ожидал, что фильм будет таким интересным. И самое главное, кассовым. Вот вы когда ощущали вот свою популярность после выхода фильма? Какие были первые такие знаки популярности? Ну, ты знаешь, это тоже не сразу. Не сразу. Конечно, и когда его первую часть выпустили в прокат, это была зима, февраль. Ага. Потом же он не выпускал диски. Ну. Потом где-то еще через полгода только диски, кажется, вышли. Угу. И вот постепенно, вот с этой постепенностью, когда вот уже диски начали распространяться, видимо, и вот тогда больше началась популярность. Меня начали узнавать везде. Ну, какие были? Что обычно о «Русизама на вид» говорили все на улице, когда Да вас видели? нет, какой Русизама на вид? Что? Яконкас хас! Яконкас хас кричат. Вот. Всегда. Да, бывает. Ну, Это раньше такое было больше. раньше такое было. Сейчас уже поменьше как-то. Так же видит, Сабина идет. Ну, уже знают имя. Ну, это Да. хорошо. Вот, кстати, насчет плагиатства, да. Ну, Когда он ко мне пришел разговаривать по поводу этого фильма, ага. он мне об этом не говорил. Он сказал, сочинил сценарий, вот такой, всякой. Ага. Ну, я подумала, вот, ну, чем-то напоминает фильм узбекский, где Диана играет. Ну, Я думаю, что-то такого. ну. Фильм вышел уже в Ютубе. Угу. И там вот я читаю комментарии. И? Да, они скопировали, это плагиат, все дела. И там тут девочка какая-то, вот вам ссылка настоящего фильма, типа. Я, короче, туда захожу, включаю. И горение. Первые моменты, вот как с нашего фильма, где Ага. она в мастерской идет, Ага. такая в туфельках, типа за своей машиной, когда пришла. Ага. Это прям конкретно. Хотя и мы не подстраивались, но у нас были ободки с ней, Ага. туфельки. Я имею в виду, что они даже эти сцены снимали, вот как туфельки, Ага. точь-в-точь повторяли.
тема разбиралась, я ему звоню Ага. и говорю, это что за тема? Ага. Ты как так мог? И Как можно копировать? Ты что вообще? потом он Я не сказал, скопировал. Да я только 50% говорит, скопировал. Они сами, говорит, у индусов скопировали, ты знаешь, говорит. Я говорю, в смысле? Да я, говорит, чуть-чуть взял, говорит. по вашему мнению, сколько процентов есть схожесть? Ну, сценария Я не посмотрела. не Думаешь, я посмотрели? посмотрела? Нет? Я так чуть посмотрела, у меня настроение упало. Я такая даже не буду смотреть, все. Сабина, по вашему мнению, почему этот фильм получил такой грандиозный успех в нашей стране? Может, так звезды сложились, и нам в этот момент повезло. Собралась группа, сделали фильм. Ну, сделали же как фильм? Таким легким, ярким, молодежным. Еще, наверное, то, что с таким моментом, с моей игрой, еще с акцентом. Может, поэтому все так. Многие считают, что как бы основной успех этого фильма то, что вас выбрали в качестве главной героини. Вы с этим согласны или Да, я с этим согласна. такая скромная? Да. Я с этим согласен. Окей. После выхода фильмов «Арусь Замунави» 1 и 2, Набиджон снял еще один фильм с названием «Домуди Замунави». Да. 70% актерский состав данного фильма составляют актеры из фильма «Арусь Замунави». Почему Набиджон не предложил и вам роль в фильме «Домуди Замунави»? Не знаю, может, он хотел в этом фильме именно себя больше показать или в первый план выдвинуть. Он еще, когда мы «Арусь Замунави 2» снимали, он уже еще тогда говорил, я буду снимать «Домуди Замунави». барои хушбахтии одами муосир чӣ лозим аст? Корҳо зиёданд ва вақт ҳатто ба чизҳои муҳимтарин камӣ мекунанд. Барои дар навбат наистодан ба вазъиятҳои хандаовар нафтидан, ба ҳар гуна расмиятҳо вақт сарфа накардан чӣ бояд кард? ба хизматрасонии нави Мегафон ҳамёни мобилӣ дар замимаи Мегафон Лайф кор хеле осон гардид. ҳисобҳоро дар як лаҳза пардохт намо, дар дил хоҳ вақту макон. ба хизматрасонии ҳамёни мобилӣ ҳаёт хеле осон шуд. Мегафон, имкониятҳои қулай аз ту оғоз меёбанд. Если я не ошибаюсь, были такие слухи, что у вас были проблемы с Набиджоном во время съемки второй части фильма «Арусь Замунави» в плане гонорара. Да. Правильно? Расскажите нам подробно. Он не хотел мне доплачивать оставшуюся часть гонорара. Вы насколько договорились на первую и на вторую часть? Уже там Сабина стала звездой, гонорары стали другие. Да. И Там была сумма 2500. 2500. Есть где-то 25 тысяч само по сегодняшним меркам Да. получается. И в итоге он И вам... в итоге он мне заплатил первую часть, Мгм. чуть-чуть, нет, 1000, да. Мгм. Или 1200 заплатила, но еще вот оставалась другая часть гонорара, и он решил просто ее не отдавать. Да, скажем да. так, И да. потом... Он пропадает, Окей. выключает себе телефон, уезжает в Худжан. И я такая ему говорю, о чем мне думать? Я не поняла, ты вот выключаешь номера. Мгм. Я же ему еще писала смс-ки, выйди на связь. Почему вы мало снимаетесь в музыкальных клипах? Да так скажем, мало снимаюсь. Наверное, большинство отказываюсь. Почему? Ну, представь, мне ко мне звонят исполнители, которых вообще не знаю. Например, какое было последнее предложение, которое ты помнишь? Кадами Курбон. Хадами Курбон? Да. Лично позвонил он? Не лично, мне А, позвонил Сулаймон. Сулаймон Сафаров? Да, Сулаймон Сафаров позвонил, сказал, А. Сабин, я вот не знаю, согласишься ты или что, ну ты подумай, ну ты посмотри его ролики, говорит. Да. Он такой смешной персонаж, говорит, очень прикольно поет. Ага. Хотела бы ты там у него сняться? Я такая, ну, подумала. Ага. Ну, подумала, дала ответ. Нет. Нет. Главное не гонорар, а главное популярность, статус исполнителя тоже важно. Конечно. Чтобы тоже исполнитель был любимым. Ага. Я имею в виду, что он всем нравился. То да. Ну да. И от гонорара тоже зависит, конечно. Гонорар. Если хороший гонорар, даже Адам предлагал бы, ты бы согласилась? Нет. Нет, да? Окей.
Недавно была премьера фильма «Рио», в котором вы играли одну из главных ролей. Ходят слухи, что перед съемками с вами была согласована договоренность вашего гонорара за фильм. Но в процессе съемки такая же ситуация, произошел конфликт с одним из членов съемочной группы, и вы отказались дальше участвовать в съемках, пока не удвоят ваш гонорар. Это правда или нет? Что за конфликт у вас там был вообще? Да, это правда. Это правда? Да, это правда. Почему есть определенная договоренность перед съемками? Вы соглашаетесь на вот этот гонорар. Потом у вас что-то так пошло, да, произошло, и вы удвоили свой гонорар. Почему? Вот ты знаешь, приходят, да, вот к тебе с фильмом, говорят, вот, Сабина, вот смотри, вот такой проект, вот такой фильм, я вот так все сделал. Ля-ля-ля, тебе с первого расхваливают проект. Потом речь идет о сумме, и о гонораре. Там сразу по-братски. Пожалуйста, да, по-свойски, ладно, помоги, выручи, давай, это такой проект будет. Соглашаюсь, очень даже по смешной цене. Очень даже по-братски. Очень даже по-братски соглашаюсь играть. А потом ты смотришь, когда уже фильм идет, условий хороших нет для актеров. Вещи ты сама опять ищешь, находишь и одеваешь. Их никто не предоставляет. Даже гримера не было. Ты сама? Да. Мейкап делалась? Да. Окей. Как раз вот эти, да, все условия. И плюс еще на съемочной площадке там была такая неприятная история, то что один актер, он очень сильно меня обидел во время съемок. Он стал на меня кричать, орать. Он был подвыпившим. И я ему просто сказала: сядьте, пожалуйста, давайте мы продолжим. Там такая сцена была. Он: сесть? Ты кто? И у него там сорвалось. Как раз он начал на меня так сильно кричать за то, что я сказала: просто давайте сядем, быстрее начнем. И ни в чем, он меня довел до слез. А нет, не довел. Вот он так на меня накричал, и мы должны были продолжить сцену, где я там плачу, сижу за столом с родителями. И ничего, доиграла сцену. И потом подумала, что что-то, ребята, надо удвоить гонорар. Нет, я подумала, я удвоила сцену и сказала: все. А нет, не сразу, ты чё? Когда закончилась съемка, я стою, я домой. Все. У меня все запарили. Особо уже работать с вами даже не хочу. И ушла. Половина фильма уже. Да. Много расходов у компаний, которые снимают фильм. Как такое можно сделать? Ну вот так, надо условия создавать для актеров. Надо вот, если ты берешь людей в свою команду, чтобы с ними работать, нужно условия создавать, чтобы все были довольны, понимаешь? Организованность должна быть, предоставление вещей или что-то, когда артист требует, это же твой фильм. И ты за все отвечаешь. Понятно. Почему удвоили гонорар? Вы нам так и не сказали. Удвоили? Ну все, я поругалась с Музафом. И все, сказали, что да, если хочешь, дальше будем работать по другому контракту. Да, я сказала: нифиг, чтобы на съемочной площадке еще на меня кричали. И что за маленькие деньги? Да! Вот, я с тобой по-братски, я тебе помогаю, да, как ты меня здесь просишь помочь. Ну. А еще такие условия, еще на меня могут обидеть меня, еще накричать на меня. Но он взрослый человек, я не стала бы с ним ругаться, но он выпивший, взрослый. В итоге сколько получили за фильм «Рио»? О, это тоже вообще смешная сумма. Тоже смешная сумма. Да. Везде смешные суммы. Ну, сколько конечно. примерно? Блин, Гонорар должен же там подниматься потихонечку, правильно? Да. И сейчас, если вам сделать предложение сняться в каком-нибудь новом фильме у нас, примерно они должны знать, какой у вас гонорар. Сейчас у вас какой гонорар? Примерно. Вот я не определилась с этим. Не определились? Нет. Условия какие? Условия, чтобы реально был гример, хороший специалист, который и может накрасить красиво, да, как нужно, опять же, режиссеру, и стилист насчет прически, ну это, наверное, один в одном. Костюмеры должны быть, понимаешь? Это проблема. Конечно.
Почему я не костюмер, я не режиссер? Почему я должна думать, сидеть, блядь, что мне одеть, чтобы потом в фильме это выглядело? Понятно. Почему в фильме ее вашу героиню озвучила другая девушка? Потому что я бы не смогла. Я пыталась. Пыталась? Да. Пошла на студию записываться. Только первые 2 строчки, 3, там этот акцент. Чукур-чукур, да, как обычно? Ну да, вот это все, и было бы опять смешно. А в этом фильме не должно было быть смешно никому. Вы снимались в фильмах режиссеров Набиджона Пирматова и Музафара Шордиева. Да. По вашему мнению, кто из них отличается большим профессионализмом? Если сравнить. Никто. 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 Окей. Вы учились в актерской студии при театре Маяковского, но почему никогда не играли роль в театральных постановках? Когда мы учились в студии, Ну? и в какой-то момент мы все как-то разошлись. Ага. У меня начался проект «Аршиза Монави», и там половина, ну, все наши однокурсники, все ушли. И все начали заниматься своими делами. В театре никто не остался. Если кто бы остался в театре, они так бы продолжили работать уже со студии, взяли бы их на работу в театр. У меня были такие театральные постановки, когда с нами учителя, преподаватели работали, мы выезжали, например, в Центр российской культуры, вот здесь, где Славянский. Ну, да. Туда ездили и выступали. Тоже такой Да, мини-спектакль. Ну, такого, скажем так, такой серьезной работы у вас в театре не было. Не Есть было. желание? Ну да, хотела бы. Так как я знаю, вы диплом актрисы получили недавно. Да. Да, до этого, дорогие друзья, у Сабины не было образования. Ну, поздравляю вас с получением Спасибо. диплома. С дипломом Много у нас. поздравляем Маяковских, Да. всех нас. Недавно. Спасибо моим преподавателям. Спасибо. Кто ваш учитель? Мои В преподаватели. Люблину есть учитель, вот самый главный, важный человек, который Они вам все помог? любимые. Все любимые. Да, вот кто к нам преподавал, я не могу никого выделить. Понятно. Недавно вышел трейлер нового фильма «Ошибка детства», в котором... Спасибо, может, не будешь об этом говорить? В котором вы играете главную роль. Тему. Вы Да. можете рассказать об этом фильме? Нет, да там ничего рассказывать, 4 съемочных дня. Вам этот фильм не понравился? Нет. А почему соглашаетесь тогда, я не понимаю? Ну, когда я соглашалась, мне рассказывали, фильм будет вот такой, Ага. у нас такой сценарий, мы так подумали, сейчас первая часть, потом вторая. Мне в таких красках все описывали. Ты знаешь, я сейчас понимаю то, что актерство, может, уже где-то останется. Я пойду дальше. Дальше? Да. То, что может быть... Дальше куда? Дальше в бизнес пойду. В бизнес? Да. Откроешь бизнес? Да. Ну, и то, что на актерстве будут предложения хорошие, классные, то обязательно сыграю. Вот сейчас у тебя нету никаких проектов, правильно? Да, на данный момент. Сейчас у тебя очень много свободного времени. Мгм. И, соответственно, когда человек мало работает, он мало зарабатывает. Как ты себя обеспечиваешь? Ой, такой вопрос, тебе честно ответить? Честно. Лиса? Я не знаю, у меня классный парень. У тебя классный парень, который тебе помогает. Да. Вот. И заодно ты нам ответила на вопрос, что у тебя, как у тебя на личном, точнее. А сразу же можно не задавать, да, следующий этот Всё, вопрос, зачем уже это? понятно. У вас все хорошо, давно встречаетесь? Да. Сколько лет? Или сколько месяцев, может быть, не знаю? Не месяцев уже, Лет? 5-й год пошел. 5-й год. Уже вы семья, Ну, считается. практически, да. Отлично. Недавно вы окончили Саранский университет по профессии менеджмент. Да, я ничего не закончила. Вам не Вот в закончили? этом году заканчиваю, дай бог, получу. Означает ли это то, что вы в будущем можете прекратить карьеру актрисы? Да, означает. Означает. Мгм. Какие у вас цели на ближайшие 5 лет? Путешествовать, попутешествовать со своей мамой, братиком. То мы сегодняшний разговор закончим традиционно. Твои пожелания нашим дорогим зрителям, которые смотрят нас сейчас в YouTube.
Твои пожелания? Ну, во-первых, быть всем здоровыми. Правильно. Здоровье. Потом настраивайтесь на хорошую волну. Будьте благодарными всему. Будьте собой. Любите все вокруг, все, что вы видите. Ну, и счастья, добра и мира. Спасибо огромное, дорогие друзья. Это передача Имшап Лайф и YouTube канал Имшап. Подписываемся. Смотрите нас. Скоро очень много интересного будет. Увидимся ровно через неделю.